Вот наше сегодняшнее мероприятие – это старт, как раз не старт, но продолжение и начало более активной фазы тех мероприятий, связанных с годом литературы. И в любом случае, находя какие-то, может быть, инновационные, новые, необычные, нестандартные формы работы, мы сегодня очень ответственно и серьезно выполняем ту функцию, которая возложена и государством, и обществом на наши публичные библиотеки. Сегодня есть понимание и в федеральном центре важности того дела, которому вы посвятили, большинство из вас посвятили свою жизнь. И я хочу зачитать в связи с этим телеграмму. Уважаемые коллеги, поздравляю с Общероссийским днем библиотек. В 2015 году Общероссийский день библиотек проходит в год литературы. Это означает, что еще больше благодарных читателей скажут вам добрые слова. Еще больше людей разделят с вами любовь к книге и любовь к слову. От всего сердца желаю удачи, благополучия, процветания, здоровья и счастья. Заместитель министра культуры Российской Федерации Ивлеев. Присоединяясь к этим поздравлениям, хочу пожелать оптимизма, вот той настойчивости, которую вы проявляете ежедневно и ежечасно, проводя мероприятия, встречаясь с детьми, с нашими ветеранами, встречаясь с творческими людьми. Вот сегодня большинство из вас присутствовали на встрече с психологом, и то, что ребенок воспринимает в том возрасте, с кем мы работаем, и библиотека, которую возглавляет и Людмила сама, и все вы многие, там закладывается фундамент успешности каждого гражданина Российской Федерации и всего нашего российского общества в целом. Спасибо вам за труд, спасибо вам за творческий подход. Только объединив усилия муниципальной власти, государственной власти, общественных институтов, мы сможем идти дальше, решать те вопросы, которые ставит перед нами общество. Здоровья, счастья, успехов. Отрывок из Сорочинской ярмарки. Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное. И голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом, нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. Будто гуляющие без цели стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые скирды сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешни, слив, яблонь, груш. Небо, его чистое зеркало, река в зеленых, гордо поднятых рамах. Как полно сладострастия и неги малороссийское лето. По дороге прифронтовой, запоясан как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своей правой, как и левой рукой. Отлежался. Да к тому же щелкал по лесу мороз, защемлял в пути все туже, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер, тормозит. Садись, пехота, щеки снегом бы натер. Далеко? На фронт обратно. Руку вылечил. Понятно. Не герой? Пока ведь нет. Доставай тогда кисет. Грузовик гремит трехтонный. Вдруг колонна впереди. Будь ты пеший исконный, а с машиной стой и жди. От глухой лесной опушки до невидимой реки стали пушки, кухни, танки, тягачи, грузовики. А на просторе ветер резок. Зол мороз, вблизи железо, дует душу, входит в грудь. Не дотронься как-нибудь. Вот беда. Во всей колонне завалящей нет гармонии. А мороз не встать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит друг. Гармонь-то есть. Уминая снег зернистый,
Перемешку, пляс не пляс, возле танка 2 танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да надо тут, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. И сказал уже водитель вместо друга своего: командир наш был любитель. Схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтобы на том покончить. Или я считал, сыграть-то можно. Думал, что ж ее беречь. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой. Знаешь что, сказал водитель, ну, сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно гармонист. Для начала, для порядку кинул пальцы сверху вниз. Позабытый, деревенской, вдруг завел глаза, закрыв стороны родной, смолянской, старый памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало. На дороге фронтовой от машин заиндевелых шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только 2 этих танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек, что-то, кажется, ребятам снежной крутится в пыли, будто виделись когда-то. Словно где-то подвезли, и, сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о 3 танкистах, 3 товарищах рассказ. Плесунул на пару пара с места, двинулись аду, задышал морозным паром, разогрелся тесный круг, веселее кружитесь, дамы, на носки не наступать. И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец, чей поилец, где пришелся ко двору, крикнул так, что расступились: дайте мне, а то помру. И пошел работать, наступая и грозя, да так выдумает что-то, что и высказать нельзя. Из опушки отдаленной, из-за 1000 колес, из конца в конец колонны по машинам пронеслось. И опять валы с горки, снег до елки с 2 сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он. Буквально на днях состоялась презентация великолепной книги по редакции доктора исторических наук и доктора филологических наук Татьяны Григорьевны Владыкиной и Владимира Ильича Владыкина «Легенды, сказки, предания удмуртского народа». Я прочитаю великие гусли на удмуртском языке. Баджим крыжлен гурес. Ниласкин кукиновулем будем перечь мудрон кыз. Немало соевулем мудор кыз. Сопе ниласлен мумиз вулем, ола будес музеемлен на сомумизвал. Мудор кыз покевулем ин бамес, медас сомузеем вуле учишуса. Шунды шутецкалем солен были улвайосас. Со мудор кыз выжи улыш вордске вулем жилир пичевошмес, кудес баджим тади камес калдыте вулем. Кыдёкыч вулям калыкьос мудор кызлы ебырттыны. Верало нож огдыре шундылен шурмумиз, лет челекьян, кышкыт тылен чашемсо кызес. Кыз кулем. Нож адянилыктен улжитем сое. Суцкем кызлеш, лештем со креш. Аслыштис шулемзе пушкас пынса. Ожи удмуртьос доры буем быджим креш. Со жынгыртыку шундына музьем доры матегес карышкылем. Баджим крежес дечгес кылышкыны. Инву чангур кырдякузы, будес инкуаш бардылем шуныт не быт зоре. Верало кемалаш сывылем. Нож содыр ишен, удмурт йослештыны кускелян крежесес чашем кыз йослеш. Али вунетемын не сощам, крежесно вунетемын. Нож баджим крежлен гурезуле. Кылемдеки потесые, мынеле баджим йолесе на сак кылзышке. Чузяшке чулемады баджим крежгур. Кылышко да асое, валашко да машарыш сокылана бура. С удовольствием приветствую вас в Государственном Совете по случаю такого литературного марафона «Читающая Удмуртия». Уверен, что такие мероприятия пройдут не только в городе Ижевске, но и во всех наших городах, районах нашей республики.
Когда-то наша страна была самой читающей в мире. На сегодняшний день существуют разные показатели и статистика. Приведу лишь некоторые цифры. По данным Российского книжного союза, среди детей дошкольного и младшего школьного возраста Россия по количеству и качеству чтения занимает второе место в мире. Среди детей до 15 лет уже 40-е место. 70% взрослого населения не читает вообще. Цифры говорят сами за себя. Сегодня перед обществом в целом, в том числе перед органами государственной власти, стоит сложная и важная задача возвращения ценности книги, поскольку именно чтение формирует нравственные ориентиры человека. Уверен, что марафон «Читающая Удмуртия» даст новый мощный импульс развития интереса к чтению и любви к литературе среди жителей нашей республики. Желаю всем участникам марафона интересных встреч, ярких впечатлений и положительных эмоций. Я хочу рассказать о книге. Маленькая книжка, из которой я подчеркнул одну историю. Эту книгу мы выпустили в «Известиях» совместно с народным поэтом Удмуртской республики Вячеславом Марсергием. И история эта короткая об одной песне. «Жечь шуит, но кошкит». Ты сказал «до свидания». Это слова из песни, удмуртской песни. Многие считают ее народной. Она поется по-разному, со многими там куплетами. История это рассказывается от имени девушки. Мой милый сел на пароход, это в пересказе, уплыл. Он вернется, я уже буду не живая, я уже умру. И умру от тоски по нему, и умру от любви к нему. И когда он вернется, он положит на могилку букетик цветов. Эту песню написал великий человек, великий сын удмуртского народа Никифор Корнилов. Судьба у него сложилась, как у всех в то время. Вернувшись в 15 году, в 18 году он вернулся с войны, он воевал на фронтах мировой войны, вернулся поручиком. Простой крестьянский парень. Участвовал в первом съезде удмуртов, но так получилось, что во время гражданской войны он стал воевать с Колчаком, потому что пол Удмуртии ушло с Колчаком, и он ушел с Колчаком, воевал честно, и любая гражданская война – это трагедия. Он ушел в Шанхай, перешел границу и там стал жить. Как только он перешел границу, это для меня постоянный вопрос, он не написал больше ни одного стиха. В 1941 году он попросился в советскую армию воевать, его не взяли. В 1945 году он перешел сам границу российско-китайскую, перешел, и его, естественно, арестовали, посадили, и он сидел до 1956-1957 года достаточно долго. И в 60-е годы он, как ущемленный в правах, всего на 3 дня смог побывать на родине, и он положил букетик цветов. И в конце мне бы хотелось сказать такое. Уважаемые коллеги, депутаты, члены правительства, основная цель человека – остаться в истории. Я сегодня, поверьте, с трудом вспомню, кто управлял Удмуртской республикой лет 40 назад. Но мы помним Олега Поскребышева и Флора Васильева. 70 лет назад, я не помню точно, кто управлял Удмуртской республикой, но Кузибай Герд, Ашачаки. Вы любите цветы? Я к ним питаю самую страшную любовь, особенно к лесным и полевым. Царем цветов я признаю ландыш. К нему у меня какое-то бешеное обожание. Когда в конце весны в последний раз срываю любимые цветы, тоска мне давит грудь,
И к будущему я молитвенно взываю. Хоть раз еще хочу на ландыши взглянуть. Вот отцвели они, стрелой промчалось лето, короче стали дни. Умолк пернатый хор, скупее солнце нам дает тепла и света. И разослал уж лес свой лиственный ковер. Я жду весны, и вот волшебница явилась. Свой саван сбросил лес, и нам готовит тень. И реки потекли, и роща огласилась. И, наконец, настал давно желанный день. Скорее в лес, бегу знакомую тропою. Уже сбылись мечты, осуществились сны. Вот он, я трепетной рукою срываю чудный дар волшебницы весны. Уландыш, а чего так радуешь ты взоры? Другие есть цветы, роскошней и пышней, и ярче краски в них, и веселее узоры. Но прелести в них нет, таинственной твоей. Я хочу напомнить о том, что в этом году не стало великой балерины, великой танцовщицы Майи Плисецкой, а Андрей Вознесенский написал ее портрет в 1968 году. Вот я хочу фрагментарно эти стихи прочитать. В ее имени слышится плеск аплодисментов. Она рифмуется с плакучими лиственницами, с персидской сиренью, с Елисейскими полями, с пришествием. Есть полюса географические, температурные, магнитные, Плисецкая – полюс магнии. Она ввинчивает в зал в неистовую воронку своих 32 фуэте, своего темперамента, ворожит, закручивает, не отпускает. Есть балерины тишины, есть балерины снежины, они тают. Это же какая-то адская искра, она гибнет, полпланеты спалит. Даже тишина ее, бешеная, орущая тишина ожидания, активно напряженная тишина между молнией и громовым ударом. Плисецкая – Цветаева балета. Ее ритм крут, взрывен. Впервые в балерине прорвалось нечто не салонно-жеманное, а бабье, внутренной вопль. В Кармен она впервые ступила на полную ступню. Не на цыпочках пуантов, а сильно, по-лодски, по-человечьи. Мы забыли слова «дар», «гениальность», «озарение». Без них искусство нуль. Как показали расчеты Колмогорова, не программируется искусство, не выводятся чувства поэзии. Таланты не выращиваются квадратно-гнездовым способом. Они рождаются. Они национальное достояние, как залежи радия. Такое чудо, национальное богатство – это Плисецкая. Танец – не только преодоление тяжести, балет – преодоление барьера звука. Язык – орган звука, голос – да нет же. Это поют руки и плечи, это щебечут пальцы. Припорхнули к ней как-то в Париже посланницы элегантного журнала разузнать о рационе примы. Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сильфиды всех эпох. Мой пеньюар, говорит одна, состоит из одной капли Шанели, а мой обед, вторит вторая, это лепестки розы. А как вам, Майя, удается сохранить такую фигуру?
Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен. Так отвечают художники и олимпийцы. Жрать меньше надо. Это балерина ритмов 20 века. Ей не среди лебедей танцевать, а среди машин и лебедок. Я ее вижу на фоне чистых лений Генри Мура и Капеллы Рошан. Гений чистой красоты. Среди издерганного, суматошного мира красота очищает мир. Отсюда планетарность ее славы. Париж, Лондон, Нью-Йорк выстраивались в очередь за красотой, за билетами на Плисецкую. Недоказуем постулат пасть по-плисецки на колени, когда она в Анне Карениной закутана в плесе Гофре, в гордынь Кардена и Кортье, в самоубийственном смирении, лиловым пеплом на костре, пред чудищем узкоколейным о смертном молит колесе. Художник даже на коленях победоноснее, чем все. Валитесь в ноги красоте, обезоруживает гений, как безоружно карате. Я родился в самом центре Мещеры, в Рязанской области, которую, к сожалению, прославил не я, а такие великие литераторы, как Паустовский, приложил руки Салтыков-Щедрин, Аркадий Гайдар, я уж не говорю о Есенине, который говорил, как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолей. С самого дня моего рождения я слышал великий русский язык, кондовый язык. И вы знаете, прошло столько времени, целая жизнь, но для меня он всегда остается живым, по-настоящему нужным русским языком. Вы знаете, я и сегодня, если слышу или читаю такие слова, как окосье, казенка, князек, вы знаете, я улыбаюсь, у меня поднимается настроение, учащается сердцебиение, и я себе говорю, видимо, ты еще не все растерял из того сложного военного детства. Если так тебе эти простые слова, не продукты, не вещи, а простые слова, так берут за душу. Я немножко пишу, даже публикуюсь. Стихами редко, но иногда балуюсь. Прозой немножко балуюсь, даже печатаюсь. В «Луче» печатался сборник, книжку одну выпустил. Но я как бы просто один штрих, одно четверостишее, если хотите, прочитаю, как бы как автор. Мне недавно, 2 года тому назад, сделали серьезнейшую операцию, делал ее хирург от Бога Коровкин Владислав Афанасьевич. Когда я выписывался, я ему подарил вот такое посвящение. Весь день Коровкин то шьет, то порит. Хирург от Бога. Ну что тут спорит? Любой недуг к чертям пошлет. Он все ненужное отрежет, а все, что нужно, и пришлет. И он мне был очень, очень благодарен. Я такими вещами балуюсь. Недавно мне позвонил Пономарев Александрович. Он собирал материалы для архива и нашел там мое посвящение. И настолько был счастлив. Позвонил мне, говорил, спасибо, Александр. Ну, с таким удовольствием почитал. Но я все это читать не буду. А я вот что хочу прочитать. Значит, я вот сказал о кондовости, да, русского слова, и очень много потерянных этих красивых слов. Я очень люблю поэта Николая Клюева. Ну, многие вы его, конечно, знаете, хотя он забыт, к сожалению, почему-то. Так сказать, они вместе писали с Есениным, но вот Есенин – это Есенин, а Клюев, к сожалению, забыт. Ну, вот я просто его хочу почитать и как бы вот эту любовь мою почувствовать, насколько он был силен вот в познании языка, в умении найти вот эти крупицы настоящего русского слова. И я на этом как бы закончу. Стихотворение называется так: «Рожество избы. От кудрявых стружек тянет смолью,
Духовит, как улей, белый сруб. Крепкогрудый плотник тешит колья, на слова медлителен и скуп. Тепел пас, захватисты кокоры, крутолоб тесовый шеломок, будут рябью писаны подзоры, и лудянкой выпестрен конек. На стене, как зерень, пройдут зарубки, сукрест, лапки, крапицы, редки, чтоб избе молотки в красной шубке яд и сон мерещились легки. Крепкогруд строитель тайновидец, перед ним щепа, как письмена, запоет резная павос крылец, бризнет ярь столичника окна. И когда оческами кудели над избой злохматится дымок, сказ пойдет о красном древоделе по лесам на запад и восток. Я от всей души поздравляю вас с нашим замечательным праздником, который был учрежден 20 лет назад. День библиотек. Это наш общий праздник. Это не только для библиотекарей. И после того, что мы вот сегодня уже услышали, что сказал Владимир Петрович, я думаю, нет необходимости читать какой-то доклад. У нас сегодня вот такой праздник, марафон открывается литературный. И уже сами читатели показали, насколько важно обратиться к литературе и тем, кто сегодня не очень много читает и кто не читает совсем. Это наша проблема библиотекарей. У нас сегодня есть большое поле деятельности, мы его видим. Сегодня есть только одна проблема. У нас нет координации между школьными, вузовскими, СУЗовскими библиотеками, библиотекарями Министерства культуры. Координации в продвижении чтения. И я думаю, что вот поскольку у нас имеется федеральная, государственная, национальная, она называется, национальная программа поддержки и развития чтения, я думаю, что мы такую программу сможем принять и у себя в республике. Она не требует инвестиций никаких, она требует только координации. Спасибо вам за внимание. Еще раз с праздником вас. Время неутомимо движется вперед, и жизнь быстро меняется. Вчерашние нормы и правила жизни уходят с арены и заменяются новыми. Конечно же, литература тоже вовлечена в эти процессы. То, что еще недавно было на видных полках книжных лавок и библиотек, незаметно тоже обновляется. Меняется идеология, нравственно-эстетические составляющие, вид, тема, взгляд и вообще само понятие современной литературы. Последние годы на наши головы рухнуло такое количество литературы, что даже изощренный читатель не может это все переварить. У людей все в голове перемешалось. Где она, настоящая литература, спрашивают меня не только пожилые, но и молодежь. Пожилые просят объяснить, что такое фэнтези, что такое блокбастер, что такое сага, является ли эпистолярным жанром СМС, что такое Мураками, что такое Уэльбек и так далее. А молодые, наоборот, что такое постмодернизм, мистический реализм или что такое соцреализм. Раньше я никогда не задавал себе вопрос, что такое литература. Но, будучи председателем Союза писателей, меня постоянно вынуждают на этот вопрос отвечать. Потому что за последние 20-30 лет, видимо, изменилось и само понятие, что такое Союз писателей. Ко мне часто заходят с вопросом: это вы являетесь главным писателем Удмуртии? И дальше начинаются вопросы: почему у нас жизнь такая, почему это так, почему это не так. Я поначалу удивлялся, казалось, что все эти социальные вопросы не по адресу. Но, памятуя о том, что литература во все времена была свежим и чистым источником житейской мудрости и давала ответы на все вопросы читателю, можно с уверенностью сказать, что эти люди в принципе правы. Если газета живет 3 дня, по выражениям самих журналистов, то литература живет вечно. И живет она вечно как раз за счет тех высоконравственных задач, которые ставит перед собой. Только в литературе открывается душа, которую не насытит голый поток информации и гламурный глянец. В обществе принято говорить больше о современной, известной части художественной литературы. Но известной, современной она становится благодаря идеологии.
Если раньше это была советская идеология, но после 90-х ее заменила западная массовая культура. Но если внимательнее посмотреть на составляющие сегодняшней художественной литературы, то мы увидим, что это только поверхностная часть айсберга, о которой больше всего говорят современные идеологи масс-медиа, или которая была собрана в советское время хрестоматиях учебных пособий. В погонях за прибылью многие центральные издательства зачастую выпускают так называемую эрзац-литературу, навязанную западной массовой культурой. Потому что эта программа хорошо финансируется. Время, как океан, стирает и растворяет грани айсберга, а сам айсберг иногда еще и переворачивается. И тогда перед нами открывается то, которое до сих пор было закрыто и недоступно нам. То, что я сейчас нарисовал образно, происходит в действительности. Вроде бы и автор известный, но в силу множества причин его произведения оказываются вдруг запечатаны в архивах, в литературных фондах различных музеев, в задних полках библиотек. Это в лучшем случае. Но есть еще рукописи, которые лежат у родных и знакомых автора. Сам писатель уходит из жизни, а рукописи лежат. Мы знаем, что в одном только Сарапуле около 5 таких сильных, маститых писателей, но имена не буду называть, оставили сногсшибательные романы, повести, стихи, рассказы, которые так и не дошли до читателя и вряд ли дойдут, если мы не примем государственную программу по сбору, изданию и распространению среди молодого поколения этого литературного наследия нашего края. В общей сложности по Удмуртии таких востребованных в настоящий момент произведений, смело можно сказать, перевалило далеко за сотни. В удмуртской литературе, написанных на удмуртском языке, также до сих пор своего часа ждут множество произведений, которые ни разу не были напечатаны или не переведены на русский язык. Например, вторая часть произведения Петра Блинова «УЛМПТ» «Жить хочется» до сих пор лежит в архиве Национального музея. Также лежат и письма Наговицына. А сколько пьес написанных, которые в силу каких-то причин не были напечатаны и поставлены в театрах. Лежат и тлеют рукописи и других ушедших из жизни удмуртских авторов. Не говоря уже о современных писателях. Это же богатейший материал, востребованный читателями. Наша задача – выпустить в свет, дать новую жизнь этим произведениям. Но без финансовой поддержки в настоящее время это практически невозможно, невыполнимо. Но это не значит, что современная удмуртская литература не развивается. Интернет позволяет расширить диапазон читателей. Многие молодые авторы ищут возможность опубликоваться на электронных страницах Союза писателей Удмуртской республики, чтобы получить законную критику и профессиональное суждение о своих выставленных в интернете стихах, рассказах и миниатюрах. В Удмуртии среди молодых активно развивается жанр фэнтези и фантастики. Стихийно образуются клубы, которые желали бы зарегистрироваться на сайте Союза писателей республики. Эти ребята посылают свои романы в толстые отечественные и зарубежные журналы. И мы получаем из журналов лестные отзывы о наших молодых литераторах. Среди удмуртских молодых писателей есть у нас авторы, чьи произведения уже переведены и читаются более чем на 30 языках мира. Это вот всего то, что я хотел сказать. Мы действительно богаты литературой. Просто надо обратить на это внимание и помочь этим литераторам. У меня растет сын младший, ему 11 лет. Я на самом деле не знаю уже, что с ним делать, потому что планшеты, телевизоры, айфоны, телефоны, они столько времени занимают у моего сына, у его одноклассников, у его друзей, что я просто не знаю, как его заставить сесть и читать. Это проблема. Я говорю, иди садись, читай. Мне некогда, я устал. От чего устал? Наиграл. Хорошо. Думаем, как с этой проблемой бороться в своей семье. Обсуждаем ее с друзьями, с одноклассниками, с родителями одноклассника, с классными руководителями. И тут буквально, знаете, 2 дня назад попадается мне интересная такая статья в интернете, я не помню, на каком сайте, прочитала. Называется она «Айфоново детство». По аналогии, наверное, знаете, то есть Иваново детство, есть айфоново детство теперь. Что заменили гаджеты нашим детям? То детство, которое было когда-то у нас с вами. Детство на улице, детство во дворе, игры, активное развлечение, общение с друзьями. Все заменил интернет, заменили телефоны и прочее.
Что мы можем сделать? Что я могу сделать как мать? Я могу дать ребенку книгу, заставить его читать. Как главный редактор газеты, республиканской газеты, я решила, что я, наверное, смогу сделать то, что я, наверное, должна сделать как журналист и как редактор. Это постараться вернуть у читателей нашей газеты интерес к чтению, интерес к тому, чтобы они ходили в библиотеки, интерес к тому, чтобы они рассматривали книгу не просто как средство для какого-то развлечения, для того, чтобы провести какое-то время, а для того, чтобы духовно обогатиться. Обогатиться не только какими-то источниками, скажем так, мировой литературы, шедевров мировой литературы, но и произведениями удмуртских писателей, молодых писателей, тех, кто не познан, тот, кто не опубликован и будет опубликован благодаря государственной поддержке. Произведения молодых писателей, они рвутся. Вы посмотрите, как развивается блогосфера. Это вот все нереализованные молодые юные таланты, те, кто хочет писать, кто хочет быть услышан, но не может это сделать без поддержки какой-то государственной издательской поддержки. Блогосфера заполнена, и заполнена не всегда тем, что надо опять-таки читать нашим детям, надо читать подрастающему нашему поколению. Проблема есть, проблема очень серьезная. Я очень хочу, чтобы мы решали ее вместе с вами в комплексе. Почему? Потому что проблема, наверное, вообще уже всероссийская. Мы же просто как нация деградируем. Мы уходим все куда-то в цифру, уходим в интернет. Мы действительно задаем вопросы, глупые вопросы, является ли СМС, да, эпистолярным жанром. Это вообще безобразие, на мой взгляд, задать такие вопросы. Но тем не менее они есть. В марте этого года мы в газете «Удмуртская правда» запустили проект «Читающая Удмуртия». Почему мы это сделали? Собственно говоря, мы его начали реализовывать на примере своих соседей, друзей из Республики Татарстан. Проект тоже называется также «Читающий Татарстан». Очень активно он развивался в прошлом году. Мы его запустили вот в этом «Читающая Удмуртия». Он направлен на разные стороны нашей жизни. Что мы хотим сделать? Мы хотим привлечь внимание органов государственной власти к тому, чтобы развивалась и поддерживалась сеть библиотек, чтобы развивалась книгоиздательская деятельность, чтобы находили поддержку инициативы работников библиотек, работников образования с тем, чтобы, скажем так, формы гражданской активности были интереснее и многограннее, чтобы мы, допустим, участвовали в конкурсах, которые мы проводим по, скажем так, поддержке чтения. Я могу сейчас их назвать, и, в общем-то, собственно говоря, они интересны, эти творческие проекты, которые мы хотим реализовывать в рамках проекта «Читающая Удмуртия». Например, вот проект «Поэты и писатели-передвижники» или проект «Ожившая рубрика» с редакциями литературно-художественных журналов нашей республики. Хотим постараться как-то внедрить новую форму интеллектуального досуга, такие, например, как литературный салон, литературное кафе. Мы думаем об этом, думаем, как это сделать. Может быть, запустим какой-нибудь читающий троллейбус, автобус или еще что-то такое, что может стать интересным. Мы хотим пригласить к разговору библиотеки, обязательно хотим пригласить, чтобы вы участвовали с нами в этом проекте «Читающая Удмуртия» и порассуждали о том, какая она современная модель национальной библиотеки, районной библиотеки, городской, сельской, какие современные формы работы читателями существуют, как вы привлекаете к себе читателя, как вы не упускаете его, как вы заинтересуете в том, чтобы они приходили к вам, оставались, читали, чтобы они электронным доступом к книгам пользовались. И дело в том, что мы очень активно хотим привлечь систему образования, то есть работников образования, работников медицинской сферы. Потому что нам надо показывать, насколько вредно сейчас влияние вот этих, опять-таки, гаджетов на здоровье наших детей, на глаза наших детей, на мозг, на то, что у них формируется узконаправленное сознание, то, которое не позволяет им развиваться, что глаза портятся, садятся, какое качество жизни тоже в связи с этим будет. И поэтому хотим показывать еще опыт детских садов, опыт школ, где интересные какие-то есть проекты по развитию в детях интересов к чтению. Если у вас такие примеры есть, пожалуйста, пишите, обращайтесь, позвоните. Телефоны газеты «Удмуртская правда» есть в интернете. Газета приходит к вам. Я думаю, что сейчас она еще более полно будет представлена в библиотечной сети нашей Удмуртской республики. Что бы я еще хотела сказать? Нам интересен опыт энтузиастов, нам интересен опыт интересных людей, с которыми вы так или иначе сталкиваетесь каждый раз, когда вы работаете с людьми, работаете с населением. Может быть, есть какие-то интересные, необычные инициативы, ваши инициативы.
инициативы тех людей, кого вы знаете, кто как раз способствует продвижению книг, продвижению чтению. И чтению газет тоже в том числе. Ну и, конечно, газету «Амурская правда». Может быть, мы начнем, я думаю, в ближайшее время республиканский конкурс «Книга года». Посмотрим, есть такие у нас планы. И в частности, этот конкурс будет способствовать популяризации национальной книги, национальной литературы и национальных литературных произведений. Я думаю, что здесь мы с вами поработаем, скорее всего, очень плотно. Какие могут быть новые площадки для чтения книг? Что это может быть? Пожалуйста, все свои предложения, какие у вас есть, делитесь с нами, мы будем вместе с вами работать. И хочу сказать большое спасибо Государственному совету, который поддержал наш проект «Читающая Удмуртия», который сейчас активно ведет сбор книг для сельских библиотек. У нас дома, вот у меня дома есть книги, которые я могу отдать, поделиться этими книгами. И я думаю, что мы это тоже сделаем. Поэтому давайте работать вместе, давайте будем думать о будущем наших детей и думать о том, какую нацию, какое поколение мы сейчас будем воспитывать своим собственным примером, своим отношением к книге, к литературе, к культуре. Наверное, все. Национальная библиотека Удмуртской республики организовала конкурс коротких роликов, рекламирующих книги буктрейлеров. «Мы с ними шли дорогой войны». Победитель награждает директор Национальной библиотеки Удмуртской республики Галина Гавриловна Калинина. В номинации «Лучший буктрейлер библиотекаря» первое место присуждается отделу библиотечного обслуживания информационно-культурного центра Якшур-Бодинского района за буктрейлер по книге Смирнова «Брестская крепость». Автор Рудина Ирина Юрьевна. Второе место присуждается Подшиваловской сельской библиотеке межпоселенческой централизованной библиотечной системы Завьяловского района за буктрейлер по книге Воскобойникова «Маршал Жуков». Автор Осотова Екатерина Борисовна. Третье место поделили Силтинская районная библиотека за буктрейлер по книге Кулешова «Солдатики», коллектив авторов под руководством Базилевских Татьяны Викторовны. И также Щурсовайская сельская библиотека Шарскарской районной библиотеки за буктрейлер по книге Кузнецова «Великой славы светлая память». Автор Герасимова Нина Николаевна. Республиканская библиотека для детей и юношества, как методический центр по обслуживанию детского населения Удмуртии, большое внимание уделяет повышению квалификации специалистов детских библиотек. Одной из значимых форм повышения квалификации является республиканский конкурс «Лучшая детская библиотека», который начал активно проводиться с 2010 года. Конкурс направлен на поддержку и продвижение лучшего опыта работы детских библиотек республики, укрепление их социального статуса. С каждым годом растет количество участников конкурса, улучшается качество представленных работ, значительно расширился спектр участников конкурса. Кроме городских и районных библиотек, в нем принимают активное участие сельские и городские библиотеки-филиалы, которые обслуживают детское население. Благодаря участию в конкурсе фонды детских библиотек республики смогли пополниться более чем на 7 тысяч экземпляров лучших детских книг. Библиотеки победителей активно поддерживаются на местном уровне. Растет их авторитет и значимость в культурной жизни сообщества. На конкурс «Лучшая детская библиотека» по итогам работы за 2014 год поступило 28 работ из 17 муниципальных образований Удмуртской республики. По решению республиканского жюри конкурса лучшей городской детской библиотекой 2014 года признана детская библиотека филиал имени Крылова централизованной библиотечной системы города Ижевска. Для награждения приглашается заведующая детской библиотекой Шуняева Олеся Николаевна. Решением жюри конкурса лучшей районной детской библиотекой 2014 года признана Увинская районная детская библиотека централизованной библиотечной системы Увинского района. Для награждения приглашается заместитель директора по работе с детьми Зарипова Зоя Ивановна.
Среди сельских и городских библиотек филиалов, работающих с детьми в номинации «За продвижение детского чтения в рамках проектно-программной деятельности», согласно положению конкурса, победителями признаны 2 библиотеки филиалов. Победитель номинации Кизнерский филиал Кизнерской межпоселенческой центральной районной библиотеки. Для награждения дипломом 2-й степени и комплектом литературы приглашается заведующий филиалом Богимова Любовь Николаевна. Номинации Новомонинский филиал номер 6 Силтинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Для награждения приглашается заведующая филиалом Тюлькина Лариса Валентиновна. В номинации «За активную деятельность по продвижению национальной культуры и литературы среди детского населения республики» победителями признаны 2 сельские библиотеки республики. Победитель номинации Ариковская сельская библиотека Дебёсской районной межпоселенческой библиотеки. Для награждения приглашается библиотекарь Ариковской сельской библиотеки Ложкина Галина Петровна. Победитель номинации Большеучинская сельская библиотека Можгинской межпоселенческой центральной районной библиотеки. Для награждения приглашается заведующая Большеучинской сельской библиотеки Романова Галина Николаевна. В номинации «За лучшую организацию работы с семьей и возрождение традиций семейных чтений» победителем признана Байкиряковская сельская библиотека Алнашской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. Для награждения приглашается заведующая Тарасова Левтина Викторовна. Решением жюри конкурса лучшим коллективом, работающим с детьми, признан коллектив детской библиотеки Киясовской централизованной библиотечной системы. Коллектив награждается дипломом победителя и комплектом литературы. Указом главы Удмуртской республики за высокое профессиональное мастерство и в связи с Общероссийским днем библиотек почетное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской республики» присваивается Артысюк Римме Абдуловне, заместителю директора Национальной библиотеки Удмуртской республики. Благодарностью главы Удмуртской республики за большой... Благодарностью главы Удмуртской республики за большой личный вклад в сохранение и укрепление интереса к удмуртской культуре и языку, поддержание национальных отношений и развитие библиотечного дела в Удмуртской республике награждается Калинина Галина Гавриловна, директор Национальной библиотеки Удмуртской республики. Благодарностью главы Удмуртской республики за высокое профессиональное мастерство и в связи с Общероссийским днем библиотек награждается Соколова Татьяна Васильевна, директор централизованной библиотечной системы города Можги. Благодарностью главы Удмуртской республики за содействие делу по увековечению памяти погибших защитников Отечества и в связи с 70-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов награждается Коробейников Алексей Владимирович, историк, соавтор и издатель книги НКВД и милиции Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Распоряжением правительства Удмуртской республики за вклад в развитие библиотечного дела Удмуртской республики, высокое профессиональное мастерство и в связи с Общероссийским днем библиотек почетной грамотой правительства Удмуртской республики награждаются Сергеева Галина Александровна, главный библиотекарь отдела Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Удмуртской республики. Иванова Валентина Дементьевна, ведущий методист библиотечной работы информационно-методического отдела Якшурбодинского информационно-культурного центра. Награды Министерства культуры
памятники вручает министр культуры и туризма Удмуртской республики Владимир Михайлович Соловьев. Благодарностями Министерства культуры и туризма Удмуртской республики награждаются Анисимова Елена Евгеньевна, главный библиограф отдела литературы по искусству Национальной библиотеки Удмуртской республики, за внедрение новых информационных технологий в практику библиотечной работы и в связи с Общероссийским днем библиотек. Семенова Анна Леонидовна, заведующая отделом Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Удмуртской республики за вклад в продвижение национальной книги и в связи с Общероссийским днем библиотек. Благодарностью Министерству национальной политики Удмуртской республики за вклад в создание краеведческих и библиографических указателей и в связи с Общероссийским днем библиотек награждается Волкова Надежда Федоровна, главный библиограф отдела Центра национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Удмуртской республики. Да, возможно. Дорогие партнеры, коллеги, дорогие присутствующие творческие работники, библиотекари, от Министерства национальной политики я приветствую вас на этом замечательном, на этом шикарном масштабном литературном марафоне. Я со всей ответственностью могу сказать, что это мероприятие содержит в себе не только литературный, культурный компонент, оно полностью соответствует стратегическим направлениям государственной национальной политики Российской Федерации в Удмуртской Республике. Это мероприятие повышает социальный статус книги и способствует ее продвижению. Этот литературный марафон возвращает нас к истокам национальной культуры, приумножает знания о национальной литературе, о национальной культуре, возрождает интерес к истории России и литературы многих национальных культур нашей многонациональной Российской Федерации. И в конце концов способствует этнокультурному развитию многих народов в нашей Российской Федерации и способствует укреплению единства российской нации. И что очень отрадно, я хочу заметить в зале очень много молодых людей, поэтому хочу отметить нужность, полезность этого литературного марафона. И полагаю, что она заключается в том, что этот проект направлен в том числе и на укрепление таких правильных читающих установок в молодежной среде, можно даже сказать, толерантных установок в молодежной среде. И еще раз хочу обратиться к теме русского языка и отметить его важность и роль, и напомнить, что на недавно прошедшем Совете по межнациональным вопросам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высказал озабоченность недостаточным уровнем знания русского языка и отметил, что русский язык является фундаментальной основой единства и стабильности в стране. И выражаю огромную благодарность организаторам этого замечательного проекта, нашим партнерам, нашим коллегам, за реализацию, за вклад в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в Удмуртской Республике. Спасибо большое. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, наше сегодняшнее мероприятие проходит на перекрестке 3 замечательных дней. 24 мая мы отметили День славянской письменности, 25 мая – День филолога, а завтра – Всероссийский день библиотек. Мы выбирали не случайно эту дату, и Организационный комитет литературного марафона старался приурочить именно к этим 3 датам, которые говорят сами за себя. Все они, эти дни, не просто праздники, это и определенные, призваны решать определенные задачи в деле продвижения книги. У вас всех при регистрации вам были выданы пакет документов, в которых содержится положение о литературном марафоне «Читающую Удмуртия», где рассказано о цели, задачах этого замечательного марафона и указаны сроки. Я просто напомню вам, потому что мы в таком же составе соберемся с вами очень нескоро, в начале ноября 2015 года, когда будем проводить торжественное закрытие марафона и награждать победителей и участников. Итак, сегодня мы даем все вместе старт литературному марафону. Я желаю вам всем творческих открытий, удач,
Каждое мероприятие, каждый конкурс и фестиваль, который будет проходить в городах и районах Удмуртии, будет оцениваться. И мы все с вами встретимся здесь в начале ноября, в дни празднования 95-летия государственности Удмуртской Республики, где поблагодарим всех участников, поблагодарим самых заслуженных наших участников этого марафона. А самое главное, цель и задача нашего марафона – это повышение культурного уровня граждан, поддержка общественного значимого статуса книги, чтения и библиотеки. Удачи всем вам и новых открытий. Спасибо огромное за то, что вы нашли возможность сегодня приехать к нам сюда. Спасибо.